8 августа 1924 года на вокзал Пишпека прибыл первый поезд по новому железнодорожному полотну, соединяющему Луговое и Пишпек. Именно с этого события начинается история Кыргыз-Темирчолу. Вот и пришел первый паровоз на станцию Пишпека. Ура, товарищи! Ура! Красная армия достойно выполнила свой патриотический долг. Темиржол құру ел үшін қиыла пайдалы болады. Мы начнем строительство дороги к Дагестану. От истоков к инновациям. Появление железной дороги навсегда изменило мир. Способность перевозить огромное количество грузов и пассажиров на большие расстояния превращала эту отрасль в важнейший инструмент развития страны. Понимая это, руководители молодой Кыргызской ССР прикладывали все усилия, чтобы скорее развить собственную систему железных дорог и присоединить ее к сети необъятного Советского Союза. Первый проект в 1924 году вдохновил на создание грандиозных планов, и строительство железнодорожных участков продолжалось на юге республики в полном размахе. Несмотря на ограниченность ресурсов и технологий, ударными темпами строились железнодорожные пути, которые связывали южную часть Кыргызской ССР и город Ош с Ферганской системой железных дорог. Однако началась Великая Отечественная война, и все усилия были направлены на победу. Железнодорожная сеть сыграла ключевую роль в обеспечении фронта. Железнодорожники трудились в тяжелейших условиях, обеспечивая поставку военных грузов, продовольствия и эвакуацию населения. Только после войны, когда страна восстановила свои силы, руководство СССР возобновило строительство железных дорог. Это решение стало следствием усилий Исхака Разакова, тогдашнего председателя Кабинета министров Кыргызской ССР. Его стратегическое видение и управленческие таланты позволили мобилизировать ресурсы и людей для реализации амбициозных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики. Благодаря его настойчивости и лидерству Иссык-Куль был соединен со столицей и через нее с Советским Союзом. Сегодня Кыргыз-Темирчолу возрождает проекты, имеющие стратегическое значение для национальной экономики. С момента приобретения независимости железнодорожная отрасль оставалась без внимания. Благодаря поддержке и лидерским качествам президента Садыра Нургоджаевича Джапарова, железная дорога страны начала модернизироваться и развиваться, став одной из приоритетных задач руководства. Одним из таких проектов стало строительство новой ветки, соединяющей южную и северную части страны. И с легкой руки президента был дан старт этому важному строительству. Жаңы темир жол куруунун натыйжасында өнөр жай ишканаларын өнүктүрүүгө, экономиканы алдыга жылдырууга шарт түзүү, аймактарыбызды транспорт байланышы менен камсыз кылууну арттыруу жана жалпы эле өлкө бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир нече милдеттерди чечүүгө жол ачылат. На данный момент активно ведется строительство новых железнодорожных путей, соединяющих важные регионы Кыргызстана. Кыргыз-Темирчолу реализует этот масштабный проект собственными силами, создавая новую инфраструктуру, которая станет основой для будущего процветания страны. Проект Балыкчы-Кочкор-Каракече-Макмал
призван улучшить инфраструктуру Кыргызстана и сыграть важную роль в формировании внутренней железнодорожной сети страны. Он предусматривает соединение с железной дорогой Китай-Кыргызстан-Узбекистан через перегрузочную станцию в Макмале. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет южным ответвлением континентального моста Евразии, обеспечивая доставку грузов между Китаем и Кыргызстаном. Это интегрирует Кыргызстан в проект «Один пояс, один путь», открывая новые пути к странам двух континентов. Мы все приложили большие усилия для продвижения данного проекта. Были проведены многочисленные встречи, обсуждения на разных уровнях, от глав причастных ведомств, стран-участников до администрации глав государств. И теперь переходим на стадию реализации международного проекта. С большим удовольствием хочу поздравить вас с этим историческим событием, знаменующим долгожданное начало реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Данный проект станет символом сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху между Кыргызской республикой, Китайской Народной республикой и Республикой Узбекистан. Создание данного ключевого континентального моста на евразийском пространстве принесет значительную пользу нашим народам. Амбиции руководства не ограничиваются только прокладкой новых путей. Внедрены современные мультимодальные коридоры, объединяющие различные виды наземных перевозок и значительно улучшающие логистику. Стремление компании к развитию и внедрению современных логистических решений, таких как мультимодальные коридоры, играет важную роль в укреплении позиции Кыргыз-Темирчолу на международной арене. Южное отделение, став международным транспортным узлом, служит ярким примером успешной реализации этой стратегии, способствуя экономическому росту и улучшению логистики в регионе. Компания уделяет большое внимание заботе о своих клиентах и активно внедряет цифровые технологии. Разрабатываются новые приложения, которые позволяют отслеживать доставку грузов и заполнять все необходимые документы. На маршруте между Бишкеком и Балыкчи курсируют новые комфортабельные вагоны. Введение таких вагонов направлено на повышение качества обслуживания и увеличение привлекательности железнодорожного транспорта для путешественников, стремящихся к комфорту и удобству во время поездок. Каждый сотрудник воспринимается как неотъемлемая часть в большом механизме компании, где каждый винтик играет ключевую роль в ее развитии и совершенствовании. Их усилия направлены на поддержание эффективной работы всех процессов, обеспечение высокого качества услуг и удовлетворение потребностей клиентов. Внимание к каждому сотруднику, как к значимому звену в цепи, обеспечивает успешное функционирование всей организации и способствует достижению общих целей. Именно поэтому компания постоянно инвестирует в обучение и повышение квалификации своих сотрудников, что гарантирует высокий уровень профессионализма и качество выполняемых работ. Отдельно стоит отметить прогрессивный рост Кыргыз-Темирчолу. Внедрение новых технологий и инновационных решений позволяет компании идти в ногу со временем, повышая эффективность и безопасность железнодорожных перевозок. Это, в свою очередь, способствует увеличению грузооборота и пассажиропотока. За последние 3 года капитализация компании выросла почти в 7 раз. Ликвидированы все задолженности, улучшаются условия труда, закупается специальная техника, новые грузовые вагоны и обновляются железнодорожные пути. Эти меры положительно сказываются на экономическом развитии государства. И в скором времени все текущие проекты также войдут в историю, воплощая в жизнь то, что ранее казалось невозможным.
Железная дорога – это артерии нашей страны, ведущие к процветанию и благополучию. Благодаря смелому руководству, которое взяло на себя ответственность за реализацию важных проектов, мы видим истинный патриотизм и заботу о будущем нашей великой страны. Все это лишь начало пути в будущее. Кыргыз Темирчолу. 100 лет Кыргызской железной дороги.